Сенат США предпринял важный шаг против репрессивной политики Китая в отношении уйгуров. Законопроект, вводящий визовые ограничения в отношении китайских официальных лиц, причастных к произвольному задержанию Гюльшена Аббаса в 2018 году, был единогласно принят Комитетом Сената по ассигнованиям. Этот шаг, поддержанный сенатором Диком Дурбином, символизирует решительную позицию против репрессивной политики Китая в отношении уйгурского народа. Гюльшен Аббас был взят под стражу в 2018 году после того, как его сестра Рушен Аббас раскритиковала политику Китая в отношении уйгуров. 62-летний врач нуждается в постоянной медицинской помощи из-за серьезных проблем со здоровьем. В этом году отмечается 10-я годовщина Яркентской резни. Всемирный уйгурский конгресс увековечивает память ни в чем не повинных уйгуров, погибших в результате насильственного подавления китайскими силами безопасности мирного протеста в Яркенте. Спустя 10 лет ситуация в регионе не улучшилась, а наоборот, в последние годы серьезно ухудшилась, сказал председатель ДУК Далкун Иса. Яркентская резня была отмечена как самое смертоносное событие в Восточном Туркестане после резни в Урумчи в июле 2009 года. Всемирный уйгурский конгресс призвал к международной солидарности в знак уважения к тем, кто погиб. ДУК вновь обратился с призывом к правительству Китая незамедлительно и прозрачно сообщать о судьбе пропавших без вести и погибших их семьям и уйгурскому обществу. Среднеазиатские уйгурские художники продолжают демонстрировать свой уникальный стиль в этническом изобразительном искусстве. Одним из таких художников является мастер-художник Талат Мирахимов, проживающий в Бишкеке, Кыргызстан. Мирахимов, которому в этом году исполняется 80 лет, отмечен как художник, внесший свой вклад в развитие уйгурского искусства Центральной Азии. Его картины демонстрируют уйгурскую национальную самобытность, прошлое и нынешнюю жизнь, национальные традиции в своеобразном художественном стиле. Его картины в национальном духе завоевали множество наград со времен бывшего Советского Союза. Мирахимов родился в 1944 году в Гюльдже, Восточный Туркестан, и переехал с семьей в Кыргызстан в 1955 году. После завершения обучения живописи в Кыргызстане в 1968 году он поступил на работу в художественный фонд Союза художников Кыргызстана. Оливковое масло, обладающее множеством полезных свойств для здоровья, долгое время занимало свое место в повестке дня не своими преимуществами, а своими подделками. Данные, опубликованные Стамбульской товарной биржей, наводят на размышления. Оказывается, тонны ароматизаторов были привезены из Китая для поддельного оливкового масла. Тот факт, что ароматизаторы оливкового масла, импортируемые из Китая, смешиваются с различными растительными маслами и продаются в виде натурального оливкового масла с каменной печатью, ставит под угрозу здоровья потребителей. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Блинкеном, который находится в столице Лаоса для участия во встрече министров иностранных дел. Несмотря на обострение конкуренции и региональной напряженности в Азии, США и Китай пытаются сохранить свои линии связи. Блинкен присоединился к 57-му Конгрессу АСЕАН в Лаосе, который стал первым этапом его недельной поездки, которая также включала Вьетнам, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию. Он участвовал во встрече министров иностранных дел. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что дружба между его страной и Китаем будет продолжаться и впредь. По сообщению Центрального информационного агентства Кореи, Ким в пятницу подписал 71-ю поправку о прекращении огня, положившую конец конфликту. Ким Чен Ын посетил башню дружбы в Пхеньяне, возведенную во знаменование участия Китая в Корейской войне 1950-1953 годов, и почтил память китайских солдат, погибших во время войны. В результате взрыва в индустриальном парке в китайской провинции Хэнань 5 человек погибли и 14 получили ранения. Согласно заявлению местных властей, взрыв произошел в пятницу вечером на объекте в промышленном парке в городе Юнчэн, провинции Хэнань, центральной части Китая. Должностные лица компании были задержаны. Расследование причин инцидента продолжается.